Первым делом доктор настраивает на искренний и позитивный разговор, хотя и тема не совсем приятная. У каждой пациентки своя история. Многие ходят по больницам не один год. Курсы химиотерапии, операции, постоянное наблюдение у онколога. А ведь почти у половины проблемы наследственные. Рак молочной железы и рак яичников передаются от кровных родственников. Вот только не все изучают свою родословную с этого ракурса. Чаще всего о своем недуге жительницы Коми узнают случайно. В программе диспансеризации, как правило, проходят женщины маммографию, поэтому через меня проходит очень много и доброкачественных, и злокачественных образований молочной железы. От терапевта приходят с раками желудка, после флюорографии приходят с раками легких. Не могу сказать, что их много, но есть. Женщин для этой встречи с врачами Института онкологии имени Петрова подбирали заранее. Многие пришли уже с результатами УЗИ и маммографии. И все же доктора назначали дополнительные исследования. Благо, диагностическая база сыктывкарских поликлиник позволяет их сделать оперативно. Пригласили на прием и местных докторов. Рак молочной железы выбран как одно из самых распространенных онкологических заболеваний. И не только в России, но и во всем мире. Конечно же, эта акция не закончится только на этом. У нас будут акции и по диагностике онкологических заболеваний рака кожи, рака шейки матки и других распространенных онкологических заболеваний. Надеюсь, также будут проводиться мастер-классы хирургического лечения, какие-то новые операции, новые методы лечения. А еще добавляют медики из Санкт-Петербурга, жители Коми попадают в особую группу риска. Онкология на севере встречается куда чаще, чем на юге. Трехдневная программа рабочего визита онкологов из северной столицы – это не только приемы в поликлиниках, мастер-классы, телемосты, семинары для наших медиков и, конечно, беседы с пациентами. Гости еще раз настаивают, они приехали в Коми не для того, чтобы ставить оценки и указывать на недостатки, а прежде всего поделиться своим опытом и помочь нашим медикам в борьбе с этим коварным недугом. Виктория Палкина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.